Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. С вами Мария Кардашевская в программе News on Air. И сегодня из нашего выпуска вы, как всегда, узнаете о самых интересных событиях нашей республики. Оставайтесь с нами. Хочу начать выпуск с замечательной новости. В Казани будут учить якутский язык. Преподавать его будет наша землячка Анита Романова. Девушка будет детей учить не только языку, но и нашей культуре и традициям. Правда здорово? Ну а мы идем дальше. В Мирном появились новые, очень красивые муралы. Их можно увидеть на улице Советская. Художники рисовали настенные картины, несмотря на постоянные дожди. Я, как человек, который совершенно не умеет рисовать, могу только восхищаться таким творением. Новый документальный фильм производства НВК «Саха Сахахотойо» покажут в кинотеатре «Лена» 23 сентября. Это фильм о жизни выдающегося якутского государственного деятеля, одного из основоположников нашей республики. Вход на показ будет бесплатный. Ну а премьера фильма на канале НВК «Саха» состоится 27 сентября. Книга нашей землячки Лидии Тарасовой попала в финал престижной литературной премии имени Корнея Чуковского. Здравствуйте, меня зовут Лидия Тарасова. Я писательница из Якутии. Моя сказка «Невероятная история Кындыкан» вошла в длинный список премии Корнея Ивановича Чуковского. Кындыкан – это ивенская девочка, которую 200 лет назад якутские охотники нашли в родовом стойбище полностью вымершем от оспы. Как она выжила, до сих пор остается загадкой. Эта история передавалась из уст в уста, от поколения к поколению. Образ Кындыкан теперь объединяет вокруг себя все коренные малочисленные народы Севера, для того, чтобы дать им возможность быть услышанными и дать надежду на светлое будущее. А сейчас я вам прочитаю фрагмент из сказки «Невероятная история Кындыкан». В одном таком стойбище, неподалеку от холодной быстрой речки, встретила свое 4-е лето Кындыкан, девочка с ямочками на щечках из народа эвенов. Несмышленым младенцем она была, когда такая же речка забрала ее родителей. Суров север, жизнь человека, птицы, зверя – все лежат на одной ладони, одинаково хрупкие и ценные. Так устроен. Победитель в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» будет выбран путем народного голосования. Приглашаю вас, дорогие телезрители, принять активное участие в голосовании. Ссылку на голосование вы можете найти на телеграм-канале СВФУ. Тем временем в Якутии впервые создан аудиогид по национальному парку Ленские столбы. Внутренний турист зачастую даже более требователен, чем заграничный. Он больше разбирается в истории Родины и не прощает тем, кто выстраивает места на карте нашей необъятной страны, как туристические объекты, даже мелкие недочеты. По их мнению, внутренний туризм должен быть даже более качественный. Когда исследуешь свои края или куда-то едешь, и не всегда, во-первых, на месте находится гид профессиональный, да, который сможет как-то методично, логично всю информацию рассказать о каком-то месте. Это первое. Второе, не всегда вообще есть, в принципе, гиды, не то что там про профессиональных. Про развитие туризма в Якутии говорят давно, но инфраструктура даже на ключевых туристических объектах стала меняться лишь недавно. Появляются первые соответствующие запросам туристов объекты. И даже виртуальные. Именно к виртуальным объектам можно отнести доступный с недавних пор аудиогид по Ленским столбам, устью Ботамы, достопримечательностям Хангаласского улуса, вошедший в проект крупнейшего оператора связи МТС, который называется «Места силы». Нашей целью при реализации проекта обязательно было развитие экопросвещения.
и помощь Национальному парку Ленские столбы популяризации туризма. Аудиогид доступен с нескольких точек доступа, прежде всего собственное приложение МТС Live и Travel Guide Easy Travel. Аудиогид доносит интересные факты голосом известного актера Нургуна Бечиген. Всего в гиде более 30 интересных локаций на протяжении почти 100 километров. В экскурсию вошли питомник лесных бизонов Усть-Ботома, песчаная дюна Токулан, стоянка древнего человека Деремюрях. Соответствующие главы аудиогида будут запускаться по геолокации. Вот ни разу в жизни я еще не поднимался на Ленские столбы вместе с аудиогидом. Во-первых, это сокращает субъективное время поднятия. Делаем большую работу по упаковке всех турпродуктов республики. И, конечно, в первую очередь для нас упаковка туристического продукта на Ленские столбы является приоритетной. Во время пресс-тура представители оператора связи обмолвились, что аудиогид, который первым испытали представители прессы и блогеры, не последний виртуальный объект, посвященный туризму. На подходе помощники туристов, разработанные с применением последних технологических решений, таких как дополненная реальность. Продолжая тему о путешествиях по нашему замечательному краю. Фотограф и путешественник Александр Мазуров съездил в Аймиконский улус. В своих соцсетях он поделился своими впечатлениями и завораживающими фотографиями. Тем временем на реке Амгунь Хабаровского края поймали чудо-рыбу. Даже опытные рыбаки в недоумении. Кто-то высказал мнение о том, что это гибрид киты и дельфина. Кстати, о реках. С 30 сентября постепенно начнут закрывать судоходную компанию. Это, конечно, ни для кого не новость, но на всякий случай напоминаю, чтобы вы успели заблаговременно съездить к родным. Ну а мы идем дальше. Бриллиантовый цирк Якутии в скором времени откроет новый сезон. Якутская труппа представит зрителям цирковую программу с участием жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов, клоунов шари-вари. Для постановки нового номера по приглашению прибыли из Москвы артист цирка режиссер Дмитрий Чернов и балетмейстер, хореограф Павел Ефремов. Это уникальный номер, аналогов этому номеру нет. И вот сегодня мы начинаем работу, и надеюсь, что этот номер смогут увидеть не только якутские зрители. Мы этот номер будем делать именно вот в традиционном якутском стиле. И я очень надеюсь, что этот номер мы сможем представлять не только на всероссийских, но и на международных цирковых конкурсах, чтобы мы могли показывать якутскую культуру по всему миру. В Якутии прогнозируют рождение миллионного жителя. Это историческое событие ожидается к концу сентября. В честь этого события и столетия образования республики глава региона Айсен Николаев учредил целевой капитал «Дети столетия» для всех детей, рожденных в 2020 году. Родители этих младенцев получат по 100 тысяч рублей, которые можно будет использовать на улучшение жилищных условий, лечение, покупку автомобиля и другие нужды. И напоследок хочу поделиться еще одной позитивной новостью. В Якутске прошел большой дальневосточный форум по занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого форума, который проходил 3 дня, состоялись не только дискуссии на тему профессионального обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и их адаптации, но и разработаны конкретные методические рекомендации реализации центрами занятости планов трудовой и профессиональной деятельности людей с особыми потребностями с учетом их возможностей. Были подняты и вопросы налоговых льгот для работодателей, и транспортной доступности, и адаптивной программы цифровых технологий. Более того, в рамках форума прошла и ярмарка вакансий. В ней приняли участие более 200 человек с ограничениями возможностей здоровья. Многие нашли работу. У инвалидов очень много возможностей. Возможностей очень много, и мы хотим, чтобы эти возможности были направлены на трудоустройство, чтобы он пришел в центр занятости, рассказал о себе и нашел свою работу по душе. Хочу еще отметить, что наша республика находится на 2-м месте по Дальнему Востоку и на 29-м месте по стране по количеству трудоустроенных граждан с инвалидностью. При этом к 2024 году планируется увеличить их количество вдвое. У нас и специализированный техникум есть, в Жатае хорошо работает, у нас по Сергеляцкому шоссе хорошо работает. В принципе, закон о квотировании тоже работает, но, конечно, там тоже есть свои вопросы. Да? Если, например,
около 1000 работодателей установили у себя квоты. Это квота на 2700 человек. На сегодня работают 2200. То есть только вот в квотируемых организациях уже 700 человек не хватает. Ну а на этом у нас пока все. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите сейчас на своих экранах. Спасибо, что были с нами. С вами была Мария Кардашевская. До новых встреч!